Здравствуйте, меня зовут Буганова Наталья Геннадьевна, я являюсь преподавателем по предмету математика, и сейчас мы решим задание из экзаменов ОГЭ, задание номер 21 «Решить уравнение». Для решения данного уравнения нам необходимо знать формулу сокращенного умножения, а именно разность квадратов. То есть мы должны заменить вот это выражение, используя формулу разности квадратов. Теперь, если мы перенесем с левой части в правую часть, у нас получится уравнение вида х четвертой степени. Вычитаю 4х минус 5, все это в квадрате, и у меня все это равняется нулю. Х четвертой степени, то есть х в квадрате. У меня получается по формуле разности квадратов х в квадрате минус 4х плюс 5. Почему меняется знак? Потому что перед скобкой у нас стоит знак минус. Вторая скобка х в квадрате плюс 4х и минус 5. Все это равняется нулю. Теперь приравниваем эти два уравнения к нулю. У нас получается х в квадрате минус 4х плюс 5 равно нулю. Второе уравнение х в квадрате плюс 4х минус 5 равно нулю. Решаем первое уравнение. Находим дискриминант. Дискриминант у нас будет равен квадрату b, то есть 16 минус 4ac. У меня получается 20. Так как дискриминант меньше нуля, то у нас решения нет. Теперь решаем второе уравнение. Дискриминант равен 16 плюс 20. Это будет равно 36 или 6 в квадрате. Теперь находим иксы. Для нахождения иксов мы подставляем формулу х. Первое, второе находим по формуле минус b плюс минус корень дискриминанта. Все это деленное на 2а. Находим х1. х1 у меня равно b равен у нас 4, то есть получается минус 4 плюс корень дискриминанта, это будет равно 6, и деленное на 2а. А у нас равно единице, поэтому делим все на 2. У нас получается 2 деленное на 2 равно единице. Находим х2. Минус 4. Вычитаю 6 по формуле. Делю на 2. У нас получается минус 10, деленное на 2, и это нам дает минус 5. То есть в ответ мы записываем 1 и минус 5. Записываем ответ минус 5 и 1. То есть основной формулой у нас в решении данного уравнения является разность квадратов, а именно а в квадрате минус b в квадрате равно первая скобка а минус b умноженное на а плюс b. И используя данную формулу, мы решили уравнение задачи 21.